Северная Осетия может похвастаться поистине прекрасными горами. Одним видом рельефы радуют, успокаивают, вдохновляют. Они формировались тысячелетиями, но, как показывает практика, горы могут образоваться и за пару десятков лет. Горы из мусора. Еще 150 лет назад почти все отходы состояли из натуральных компонентов – дерево, текстиль, животные продукты. Если мы разберем по частям отходы нашего времени, окажется, что львиная доля – это искусственные материалы с высоким содержанием тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Если раньше мусор можно было просто закопать в землю без долгосрочных последствий, то сегодня от ядовитых свалок нужно держаться как можно дальше. Сроки разложения разных видов мусора впечатляют. Конечно, бумага распадается быстро, ей хватает 2 лет. А вот старой обуви понадобится около 10. Пластиковым бутылкам и полиэтиленовым пленкам требуется около 150 лет, а алюминиевым банкам – 5 веков. Ни одно общество за всю историю не производило столько мусора, сколько выбрасывают люди поколения миллениал. То есть мы. По статистике в мире в целом за 1 год появляется около 1 миллиарда 300 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Из них на Россию приходится более 60 миллионов тонн, из которых перерабатывается лишь 8–10%. В Северной Осетии за тот же год выбрасывают более 200 тысяч тонн мусора. Это общие цифры. Взглянем подробнее. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2016 год на одного человека в России приходится около 450 килограммов мусора в год. Больше всех отходов выбрасывают датчане и швейцарцы – более 800 килограммов. Следом идут немцы, люксембуржцы и жители Америки – около 700 килограммов мусора. Ну а самые чистоплотные – поляки и латыши – чуть меньше 300 килограммов мусора на одного человека. Это последние данные, но цифры растут с каждым годом. На одного жителя Владикавказа приходится более 370 килограммов твердых коммунальных отходов в год. На жителей других городов республики – Ардона, Беслана, Моздока и Алагира – 290 килограммов. Ну а один сельчанин выбрасывает 286 килограммов мусора за год. Как же собирают эти тонны отходов? Об этом как нигде знают в компаниях по сбору мусора, а их в республике 65. Самая крупная – спецэкосервис. Их не удивишь килограммами отходов, ведь они собирают ваш мусор не один, а целых 2 раза в день. Машина заправилась прямо здесь, готова к смене. И мы вместе с ней отправляемся собирать мусор. В парке 29 грузовых автомобилей. Первая смена начинается в 2 часа ночи. И до рассвета бригады по 2 человека, водитель и грузчик, постепенно опустошают контейнеры от ТБО. Мусоровозы закреплены за разными районами города, и у каждого участка есть свой мастер, который отвечает за результат командного труда. Мастер Затеречного района Станислав Маргиев своим подчиненным доверяет, но горожане ставят палки в колеса и усложняют работу. С ночи начинаем практически целый день, вот, в 2 смены. Обхватываем почти весь участок свой Затеречный. Но у нас очень много проблем. Вот первая проблема обозначил, допустим, вот пакеты, частный сектор в основном. Вот безбожно выносят. Хотя машина утром проезжает, все в курсе. Мы даже уже по всем дворам прошлись, по всем улицам. Та же Ардонская, та же Кисаева, Карла Маркса. Мы все проходили, буквально даже с руководителем, с нашим директором. Почти все дворы собирали людей, объясняли, что после 8, пожалуйста, не выносите больше свои пакеты. Потому что уже до 8, до 9 мы полностью убираем город. Через полчаса возвращаемся, картина та же самая. Вот у нас с контейнерами проблема. Контейнерные вот эти наши площадки, значит, фактически они предназначены для бытовых отходов. Но люди, как правило, вот в это время весной несут все свои после ремонта в мусор свой, то есть строительный мусор, кирпичи, там же плитка, это самое, остатки плитки старой, новой. И все кидают туда. Бывает иногда даже так, что машина вот сейчас стоит, пресс не может поднять вот этот мусор. И приходится нам, или машина ломается, или выгружаем его повторно уже вручную по пол контейнера, или вручную закидываем все это. В общем, мучений много. Пожалуй, это одна из немногих ситуаций, в которой не граждане должны призывать к порядку различные инстанции, а совсем наоборот.
И ведь сами люди придумали всем известную народную мудрость. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Ну, обо всем по порядку. Заполненный мусоровоз прямиком отправляется на мусоросортировочный завод. Да, такой у нас тоже есть. Снаружи это аккуратное здание с чистой территорией. Сюда регулярно в течение дня завозят отходы. При въезде грузовая машина первым делом взвешивается для более точного учета обрабатываемого мусора. Затем водитель подруливает к горке с отходами и сбрасывает содержимое кузова. Тем временем трактор с помощью ковша забирает часть мусора и скидывает уже в другую кучу, поближе к конвейерам. На них отходы попадают благодаря нескольким людям, которые с помощью лопат и мотык перебрасывают их на ленты, которые поднимают мусор на второй этаж, где десятки людей начинают разбирать его на полезные компоненты, которые подлежат переработке. Чего здесь только нет! За одним конвейером работает 10 человек, 3 из них отвечают за бумагу, еще 2 отбирают металлические предметы, следом 2 отвечают за пластиковые предметы и еще 2 за стекло. А в конце стоит человек, который контролирует и отбирает то, что упустили другие. Рядом с каждым рабочим находятся специальные отверстия, в которые они сбрасывают ценный мусор. Он попадает на первый этаж, где скапливается в специально предназначенных контейнерах. А вот картон сразу попадает на ленту, которая отправляет его в сердце завода – мощный шведский пресс. Он и формирует вот такие прямоугольные тюки, здесь их так называют. Затем с помощью мини-погрузчика тюки складывают по категориям и даже по цветам. В таком виде они ожидают транспортировки в Краснодар, Ростов-на-Дону и в другие города, где есть заводы по переработке. И если в республике мусора предостаточно, то у этого сортировочного завода в нем нехватка. Мусор к нам привозят свежий, то есть он день накапливается, ну максимум 2 дня где-то накапливается, его нам сразу привозят, и в течение суток мы его полностью обрабатываем, обезвреживаем, утилизируем. То есть он не успевает, процесс разложения не успевает начаться даже. Наша мощность проектная 300 тысяч тонн в год, но сейчас мы загружены на половину, меньше, чем на половину даже. То есть нам привозят мусор с города Владикавказа, остальные районы республики вывозят мусор на свалки несанкционированные. То есть 66% мусора от республики мы получаем только. Если решить проблему вывоза на эти свалки мусора, то, например, организовать вывоз мусора к нам сюда, то проблема решится уже. Единственный вид полезного мусора, который можно переработать у нас в республике – пластиковые бутылки. Прямиком отсюда они отправляются в перерабатывающий цех, где в виде многометровой стены ожидают своей очереди. Вот в таких брикетах пластиковые бутылки поставляют на переработку. А что с ними происходит дальше, мы сейчас посмотрим. А для этого я должна надеть специальные шумоподавляющие наушники. Уровень шума здесь более 100 дБ, и работать без наушников опасно. Принцип работы конструкции следующий. Использованные ПЭТ-бутылки загружаются в бункер ленточного транспортера. Затем они сминаются и падают в дробилки. Измельченные хлопья попадают в предварительную мойку с горячей водой, в которую добавляются необходимые реагенты для отмывки ПЭТ-хлопьев от песка, клея, масла и других загрязнений. Далее измельченные кусочки падают в ванну флотации. Там частички отделяются друг от друга по плотности. Этикетки и отрывные кольца всплывают наверх. Хлопья пластика тонут и попадают в следующую мойку, где удаляются остаточные загрязнения. Отмытый и сухой материал выгружается в воздушный разделитель, где отделяются остатки этикеток. А ПЭТ через циклон-накопитель расфасовывается в тару. Гранулированное сырье может быть использовано в качестве добавки к основному компоненту при производстве той же тары или прочих пластиковых предметов. А еще из вторичной гранулы делают полиэстер – ткань, которую легко стирать, сушить. Она даже после стирки не меняет размер и форму. Это мусор, попавший в поле деятельности сортировщиков и переработчиков. Что же происходит с отходами, выброшенными на улицу? Как правило, на свалке попадает много токсичных материалов, которые при нагревании на солнце возгораются, а иногда их поджигают намеренно, не задумываясь о последствиях.
Пластики хлорсодержащие, такие как ПВХ, например, они при горении выделяют класс соединений, который называется диоксины. Диоксины обладают очень высокой токсичностью, они обладают канцерогенным эффектом, они способны накапливаться в тканях тела, в жировой ткани в особенности, и поэтому контактов с ними следует избегать как можно лучше и тщательнее. По данным Всемирной организации здравоохранения, диоксины представляют собой группу химически связанных соединений, входящих в состав грязной дюжины – группы наиболее опасных веществ. Эти синтетические яды были открыты в 30-х годах прошлого века, но уже заполонили земной шар. Не осталось ни одного места на планете, где бы не встречалась хотя бы малая доза диоксинов. В основном они оказывают канцерогенный эффект, то есть они являются источниками повышения риска для возникновения онкозаболеваний, аллергии, кожные заболевания, заболевания органов выводящих систем. Большой вред они наносят печени. Некоторые из них, например, продукты разложения отходов, которые содержат тяжелые металлы, они накапливаются в крови, они накапливаются в печени, в почках и являются ядами для нервной системы, то есть страдает именно нервная система человека. История диоксинов длится менее века, но уже насчитывает немало громких скандалов и катастроф. Одна из них произошла в Америке в середине прошлого века. Предприниматель Уильям Лав планировал соединить верхнюю и нижнюю Ниагары каналом и использовать его для работы гидроэлектростанции. Процесс уже кипел, но внезапный кризис и прогресс в использовании переменного тока вынудили предпринимателя продать огромный котлован. Следующие 6 лет компания Hooker Chemical Company сбрасывала туда химические отходы, по некоторым данным около 21 тысячи тонн бочек. После этого руководство компании избавилось от территории, продав ее местным властям за $1. Те, в свою очередь, засыпали помойку землей и забыли. Позже территория вокруг реки Ниагара испытала настоящий экономический бум. Население резко росло и требовались новые земли. Несмотря на опасные отходы, территорию закатали в асфальт и возвели новый район под названием Лав-канал. Спустя некоторое время жители начали замечать разноцветные лужи, странный запах после дождя, темную воду из-под крана. А еще позже стали выявлять страшные закономерности. Дети часто рождались с гидроцефалией, чрезмерным накоплением жидкости в головном мозге. Распространились раковые заболевания, астма, умственная отсталость и различные психические отклонения. 60% жителей Лав-канала имели врожденные дефекты. Многие умирали, не дожив до 50. В 1986 году 2 репортера из местного издания решили протестировать воду, взятую из канала. Оказалось, что концентрация диоксина в ней просто зашкаливала. Спустя еще 2 года был зафиксирован огромный всплеск выкидышей, а каждый второй ребенок рождался с врожденным дефектом. Деревья и птицы умирали. Жители оказались в ловушке, ведь у них не было возможности продать свой дом, не было покупателей. От безысходности многие умирали на свалках, захлебываясь отравленной водой и воздухом. Суды, статьи в газетах, постоянные пикеты и фотографии детских зубов в 2 ряда сделали свое дело. В итоге правительство переселило около 800 семей и выплатило им компенсацию за их дома и землю. Большую часть этого митинга я простоял в противогазе. И знаете что? Вот я снял его буквально 10 минут назад. Мне тяжко. Да и зачем путешествовать во времени, когда сегодня в нашей же стране, недалеко от столицы, в воздухе витают опасные дозы ядовитых газов. 21 марта в подмосковном городе Волоколамске были срочно госпитализированы десятки детей. Сначала сослались на банальный газовый баллончик, однако позже выяснилось, плохое самочувствие детей связано со свалкой с говорящим названием Ядрова, расположенной в нескольких километрах от города. Почему мы дышим этой грязью? Мы должны дышать свежим воздухом, свежим воздухом. Я хочу, чтобы ты жила. Выброс свалочного газа спровоцировал массовое отравление. В больницы продолжали поступать уже не только дети, но и взрослые с предположительным диагнозом отравления. Жители борются по образу пострадавших Лав-канала, вызывают резонанс, пикетируют, привлекают СМИ, закрывают с собой дорогу к свалке и надеются на помощь. С
Свалки – это ядовитые очаги. Они, как бомбы замедленного действия, в один миг могут активировать накопленные в организме человека токсичные вещества, спровоцировав различные болезни. И если во всем мире эта проблема возведена в категорию критических, то в России только недавно начали понимать масштабы ситуации. Что же для этого делается у нас в республике? Одним из шагов стало создание сайта картысвалок.ру. В чем же заключается его смысл, нам рассказал координатор проекта «Генеральная уборка» Аслан Бекоев. Смысл проекта «Генеральная уборка» заключается в том, чтобы каждый гражданин, который имеет свою гражданскую позицию, мог указать тот несанкционированный полигон, который возле его дома, в населенном пункте, в местах массового скопления людей. И он может снять 2-3 фотографии и забросить это на интерактивную карту свалок. Мы потом экспертами ОНФ выезжаем, отрабатываем данный материал, готовим письма в прокуратуру, в администрацию местного самоуправления, главе нашей республики. И по данным письмам прокуратура отрабатывает свою работу. То же самое и администрация местного самоуправления, которые обязаны по сути своей территории держать в чистоте. Мы даже готовы своими силами отработать эту свалку, что мы и делаем зачастую. У нас есть молодежка ОНФ, они очень активные молодые люди. Мы призываем и вместе, совместно убираем небольшую свалку. Как показывает практика, к сожалению, у нас, как я уже говорил, всего лишь 46 объектов. Я думаю, я вижу своими глазами, что их больше. И чуть-чуть надо активнее быть нашему населению, чтобы сделать свой мир чище. Экологическая картина республики показывает, что уровень гражданской активности неудовлетворительный. Улица Горького, центр города. Прямо посередине тротуара валяется пакет, а люди проходят мимо, будто бы там ему и место. Многие соблюдают чистоту, убирают мусор за другими, устраивают субботники. Но гораздо больше тех, кто бездумно загрязняет окружающую среду. В Министерстве природных ресурсов и экологии убеждены, одна из главных проблем – слабая экологическая культура. Ситуация с мусором крайне негативна. Год проходит 2 месячника. Что из себя представляет месячник? Это мы объезжаем все районы республики, посещаем все районы республики, посещаем все поселения, села, даже труднодоступные, в которых проводится беседа с главами районов, с главами поселений о проведении этого месячника, в течение которого мы сами выявляем им все свалки, которые, допустим, есть такие места, где главы районов даже не знают, что у них в том районе, в том месте есть несанкционированные мусорные свалки. В Северной Осетии всего 2 законные свалки. Городской полигон Владикавказа и полигон в Моздокском районе республики. А вот точное количество несанкционированных свалок никому не известно. Но счет идет на десятки, а может и на сотни. Я не хочу кого-то сейчас обидеть этим, или, допустим, взять Заманкул, допустим, вокруг села, вот буквально в Осеннем мы на объезде там были, вокруг села мы 11 свалок насчитали, 11. То есть там даже нет ни одной централизованной, в которой все село, допустим, свозит мусор. 11. То есть где кому удобнее, где кому легче. Такая ситуация в Цалыке. Я то есть не оскорбляю там руководство. Все-таки основной эффект это само население. Никто же у себя дома мусор в коридоре или в зале не выбрасывает, правильно? То есть и никому мы не позволим соседу на порог своего дома или порог своей квартиры мусор высыпать. Но при этом вокруг у нас все равно везде мусор. То есть весь мусор, который находится у нас и на лестничных площадках, и вокруг домов, это мусор наших самих же жителей. То есть вот, подсознательно каждый человек должен понять, что нельзя этого делать, не будет, никто за вами не уберет. Недавно в правительстве Северной Осетии начали обсуждать строительство мусороперерабатывающего завода. Уже объявлен конкурс на регионального оператора. Но люди этому не рады.
Их это пугает. Боязнь связана не только с неприятным запахом, но и с мусоросжигательной печью, в процессе работы которой выделяются ядовитые вещества. Проект завода еще не представлен, и неясно, может, печь и вовсе не будет предусмотрена. Еще регоператор не определен. Тот оператор, который к нам придет, он должен привести с собой инвестпрограмму, то есть бизнес-план, дорожная карта, на основании которой мы под контролем, нашим контролем республиканским, мы будем вместе с ним двигаться и смотреть, что мы делаем, как, в каком виде. Так ли опасна мусоросжигательная печь? В мире много успешных примеров ее использования, но, как правило, в высокоразвитых странах. И это нетрудно объяснить, ведь строительство одной такой печи обходится в среднем в 20 миллиардов рублей. Но вкладываться придется постоянно. Фильтры с высокой степенью очистки необходимо менять чаще, чем хотелось бы. Ну а чинить их приходится тоже нередко. Один такой агрегат может стоить от 5 до 20 миллионов евро. К примеру, в 2011 году в США городу Гаррисбергу пришлось признать себя банкротом из-за невозможности выплатить около 400 миллионов долларов за возобновление работы местной мусоросжигательной печи. Возникает вопрос, выгодно ли региональному оператору включать строительство печи в проект мусороперерабатывающего завода? И если ответ будет положительным, можно ли доверять добросовестности бизнесменов и надеяться, что они не будут закупать дешевые фильтры с низкой степенью очистки? Или не продолжит работать с неисправными? Тот полигон в том виде, в котором мы хотим, чтобы был в республике, это будет современный мусороперерабатывающий завод. С сортировкой, с дезинфекцией, с захоронением. То есть мы в комплексе должны комплексно увидеть и получить именно завод, то есть на котором будет от 300 и выше человек работать. Ну, я не за рабочие места говорю, а от масштабов производства. То есть на этом заводе мы должны реально получать на выходе, скажем так, чистый воздух и отсутствие мусора какого бы либо. То есть даже на территории полигона. И, соответственно, я и предлагал, что при выборе места вызывать реальных инвесторов на совещание, на общественные случаи с населением. И чтобы инвесторы именно доводили до людей в том формате, в котором он будет в конечном, этот полигон, чтобы они его видели. Обычно в городах, где работает полный цикл обработки твердых бытовых отходов, население занимается разделением мусора. В многоквартирных домах для каждой категории стоят отдельные баки для стекла, картона, железа, пластиковых бутылок и органических отходов. Территории с частными домами тоже оборудованы раздельными мусорными контейнерами. Если кто-то выбрасывает пакет с нерассортированными отходами, его попросту не забирают. Ну а если у гражданина нет возможности разделять мусор по разным причинам, он может купить специализированный пакет, в стоимость которого уже входит цена за сортировку и утилизацию. Опять же, это практика стран с высоким уровнем жизни. Требуется очень высокая культура. Людей надо подвести к этому. Это не однодневный вопрос, и поэтому надо начать с людей. В управлении отходами очень важное место должно отводиться воспитанию поколения. С детского сада людей надо учить тому, что мусорить – это плохо, это не является хорошо. А сегодня я не зря говорю, вы увидите в зонах отдыха и бамперсы увидите детские, и многое чего вы увидите. Но это что? Это наша культура. Вот вам и, ответ на некоторые вопросы, которые вы задаете. То есть нам надо самим подойти и ответственнее к тому, что природа – это мы тоже продукт природы. И если мы в грязном месте находимся, то мы сами тоже грязные. И будем болеть, так же, как природа болеет от этого мусора. В 2016 году в России стартовала реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, которая также предполагает раздельный сбор мусора и жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию. Но готовы ли жители Северной Осетии поддержать инициативу правительства? Да, я готова разделять мусор, начиная с моей квартиры без проблем, это не составит мне никаких трудностей. Единственное, да, нам нужно создать условия, чтобы мы могли выходить к мусорным бакам и раздельно выкидывать мусор. А так, дома это не проблема. Дома можно поставить тоже несколько мусорных маленьких. Сейчас есть очень много приспособлений. Можно поставить разные мусорные баки дома и разделять мусор сразу же. Ну, мы бутылки, стекла в разные пакеты ложим уже. А, да? Да.
А кто вам это подсказал делать? Мама. А что вы дальше с ними делаете? Ну, мусор. В общий уже, получается? Да. А зачем тогда вы разделяете? Если его все равно потом скидывают в общий мусор? Не знаю, иногда папа отвозит сам куда-то, куда не знаем. Каждый раз, когда я выбрасываю батарейку, я каждый раз понимаю, что я уничтожаю эту планету. Вот. Ну, я это понимаю. Но а что мне с ней сделать? Съесть ее? Что с ней сделать, с этой батарейкой? То есть места утилизации, ну, во всяком случае, мне неизвестны. И мне что, нужно будет набрать, допустим, чемодан этих батареек, купить билет на поезд, поехать в Москву, не знаю, запарить там каких-то людей там в интернете, да, найти то место утилизации и сдать эти батарейки, да? Что мне делать? Вот. Так как этого нету, и этого, в принципе, еще пока не ведется даже разговор, соответственно, у меня в голове не возникало идей таких, что... Но сама концепция о том, что мусор нужно делить, я знаю, она существует в Европе. Вот. То есть я бы с удовольствием поддержал бы это. Я готов разделять мусор. Конечно, я всегда убираю и всегда готов за этого. А вы знаете, зачем надо разделять мусор? Как, зачем? Это Бог любит чистота, а я тоже люблю. Сестра живет в Германии, у них там тоже стоит по 5 контейнеров. И говорит, мы сортируем все, им 5 кулечков, бросаем в разные контейнеры. И всем благодать. И нам, и я считаю, очистки города. Мы не можем знать, на самом деле ли наши граждане готовы к раздельному сбору. Или эти слова были сказаны на камеру. Но мы точно знаем, что никто не хочет видеть мусор вокруг себя. Это не просто некрасивый пейзаж или противный запах. Это наше будущее. Будущее наших детей и глобальной экосистемы. От каждого из нас не зависит успех внешней политики, внутренней экономики, размеры зарплат врачей и учителей, качество медицины. Но мы точно можем повлиять на сокращение количества производимого нами же мусора. Мы можем донести пустую бутылку до контейнера, съесть шоколадный батончик и выбросить обертку в урну, а не на тротуар. Не надо стесняться делать замечания тем, кто позволяет себе засорять наш общий дом. Улицы, села, города. Мы главные участники преступления против природы и против самих же себя. И мы можем исправить нашу же ошибку, сделав простой, сознательный выбор – не мусорить.